Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Будущее ваших отношений. Что будет дальше? Сценарий ваших отношений. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, на мужчину, представьте вас вместе, обратитесь мысленно к высшим силам и спросите, будем ли мы вместе, какое будущее будет у наших отношений, какой сценарий подготовили высшие силы для вашей пары. Настраивайтесь, думайте, спрашивайте и давайте будем смотреть. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, полезную и нужную информацию. Так, высшие силы сводят моими руками на то, что сейчас скрыто. Слышите и узнать. Ну, по идее, смотрите, как высшие силы говорят, все возможно. Все возможно. Вы встретились не случайно. Вы вместе проходите какой-то очень серьезный урок. Урок обоюдный и урок, который нелегко пройти. Я не могу сказать, что эти отношения легкие. Я не могу сказать, что у вас все там прям лепестками рост высыпано. Нет. Здесь какая-то постоянная притирка, борьба. То есть, смотрите, у вас получается одно тело на двоих, но две абсолютно разные головы, которые смотрят в разные стороны. То есть он не подарок, но и вы тоже не промах. Вы простите меня, девочки, но буду говорить, как я вижу. То есть вам, чтобы эти отношения строить, выстраивать, продолжать, нужно будет адаптироваться, нужно будет научиться принимать друг друга такими, как есть, и, возможно, перенимать поведение друг друга. Понимаете, вот, чтобы быть вместе. Потому что и у вас какой-то свой хвост есть, и у него есть свой хвост. Эти хвосты нужно будет отбрасывать. Отбрасывать, чтобы вам ничего не мешало. Вот сценарий ваших отношений. Пожалуйста, вот он, облачко. Вот женщина такая маленькая стоит, и мужчина побольше. Вот это сценарий. Быть вместе. Высшие силы хотят, чтобы вы были вместе. И высшие силы будут помогать вам, вашей паре, для того, чтобы вы были вместе. Но, понимаете, одно дело желание, другое дело исполнение. Исполнение – это чисто ваше. Вот как вы там сможете с ним договариваться, как вы сможете там принимать, акцептировать, вот так оно и будет. Мне не очень нравится, что здесь есть женщина. Женщина похожа на соперницу. Опять же таки, это может быть там какая-нибудь подружка, а может быть и мама, потому что мамы тоже часто соперницами выходят. То есть она будет мешать. Вот 100% какая-то женщина будет мешать. Подмешиваться, там свои 5 копеек вставлять. Но если это там мама, бабушка, сестра, не знаю. Если это какая-то бывшая женщина, либо там подруга дней моих суровых, то здесь будет пытаться всячески разбить ваши отношения и вашу пару. То есть одно из испытаний вот идет через вот эту женщину. Следующее испытание будет касаться ваших характеров. Я уже говорила, да, что вы обои как рябое идете. Я вот как человек не имею никакого морального права, да, что-то там говорить про вас, про ваш характер. Но я вижу то, что показывает песок. Вы женщина смелая, активная, со своей жизненной позицией. То есть у вас свое видение, у вас свои требования. Это нормально, это замечательно. Но и мужчина со своей позицией. И ваши позиции в каких-то местах совершенно не сходятся. В каких-то вот идеальная стыковка, а в каких-то даже мимо, причем мимо там на несколько километров. Вот. Над этим нужно будет, конечно, работать. Научиться договариваться, научиться понимать друг друга, научиться принимать друг друга. Вот это будет очень важно. Причем, знаете, вот даже в какой-то мелочи, вам трудно найти взаимопонимание. Вплоть до того, что да, там белое-черное, черное-белое.
Вот до таких моментов даже может доходить. Темперамент у вас разный. Разный уровень духовного развития, разный IQ. И что хочу сказать, вот несмотря на то, что мужчина там строит из себя героя со всеми вот там регалиями, но женщина здесь умнее, гораздо умнее. У женщины более развитый мозг, у женщины более развитая интуиция, женщина умело вот балансирует, комбинирует там аналитику, да, с интуицией, то есть вы там на несколько шагов впереди, а ему это трудно принять. Он понимает, что вы правы, но он прям такой думает, ну как так, ну я ж мужик, да, вот меня же учили там с детства, с молоком матери я впитал, что мужик, он априори типа умнее, да, и мужика нужно слушаться. Ну а чего вам его слушаться, если вы лучше, чем он, знаете? Вот эти моменты, они вас разъединяют. Еще я вижу моментик. Моментик касается в достатке. То ли вы хорошо зарабатываете, работаете, у вас есть, то ли он недостаточно зарабатывает, вот, чтобы серьезно, да, чтобы серьезно там выстраивать семью, отношения, чтобы хватило на все. Кстати, еще может быть момент, вот как вы относитесь к деньгам. То есть он либо прижимистый очень сильно вот по поводу денег, либо, знаете, как на себя он не жалеет, а на все остальное он там считает, высчитывает. А у вас деньги есть, вы тратите. Вы не будете думать, ой, это для меня, значит, я потрачу. А если там для кого-то, не-не-не, там я сэкономлю. Вы не такая. Вот если вам что-то нравится, вы всегда это купите. То есть у вас нет таких блоков, и вы не будете думать, что нет, там надо поэкономить, там еще что-то поделать. Здесь у вас тоже стыковки нет. Дальше, мои хорошие, даже не знаю, тут интимная, скорее всего, тема идет, да, разные отношения к близости. Вы дозированно любите, да, чтобы вот прям... Вы за качество, скажем так, да, вы простите за такую тему, но я должна сказать, вы за качество, а он, например, за количество. Тоже здесь различия есть. И вы вот постоянно как будто бы вот эти стычки у вас происходят, да, как будто бы на вулкане живете. То он затухает, то он начинает там разгораться, там и лавой плеваться. Вот у вас постоянные такие скачки, как бы качели, да, американские горки, вот это все присутствует. Вы делаете очень большую ошибку в ваших отношениях. Вы не концентрируетесь на том, что вас сближает. Вы больше вот концентрируетесь на том, что вас разъединяет. То есть, если посмотреть под призмой на ваши отношения, то вот объединяющих факторов гораздо больше, чем разъединяющих. Но когда у человека все хорошо, все замечательно, да, тут и поговорить не о чем. А когда у человека вот какое-то подозрение, вопрос, какая-то неудовлетворенность, вот туда фокус весь и направлен. И начинаем там ковыряться, думать, размышлять и прочее, прочее. Мои хорошие, говорю сразу, легко в этих отношениях не будет. Если вы хотите эти отношения, если вы хотите исполнить волю высших сил, то есть вот так вот быть вместе, то вы должны понимать, здесь нужно будет провести кропотливую работу над собой в первую очередь, в вторую очередь над партнером и в третью над тем, чтобы вам объединяться, искать то прекрасное, что вас вот прям вы оба согласны с этим, да, и работать над тем, что вас разъединяет. Ревность, претензии, какие-то, знаете, там намеки, полунамеки, этого ни в коем случае делать нельзя. Так, давайте я расскажу про сценарий, как у вас будет. Ну, во-первых, долгие притирки, долгое вот это устаканивание ваших отношений. Здесь придется, знаете, и Крым, и Рым, и медные трубы пройти. В принципе, вы уже проходили, тут ничего там особо нового, сложного не будет. Значит, у вас будет еще испытание в вашей паре, вот когда вы вместе, у вас будет испытание. Испытание это будет связано то ли с деньгами, то ли с какими-то бытовыми вопросами, да, вот что-то по бытовухе пойдет. Это будет испытание серьезное, между прочим. Если вы объединитесь, вы легко это все решите. Если вы опять станете, вот так разойдетесь, станете в позы, друг друга начнете обвинять, ну, здесь затяжной может быть даже какой-то конфликт. Такой конфликт, что вы прям друг друга
видеть какое-то время не захотите, но потом любовь все-таки возьмет свое и будете сближаться. Вам в идеале, по идее, да, вот нужно выйти вот прям в эту нирвану. То есть идеальные отношения, когда люди душа в душу. Душа в душу, прям одной головой думают, мысли у них сходятся, друг друга любят, заботятся, там пылиночки сдувают. Вам к этому нужно будет идти. Но чтобы к этому прийти, нужно будет действительно очень серьезно поработать. И работать придется и не год, и не два, а гораздо дольше. Да. Что помогает? Помогает взаимная любовь, помогает взаимное стремление душ друг к другу. Это помогает, это всегда будет помогать, это будет тем базисом, который будет скреплять ваши отношения. Что разъединяет? Ну, это темпераменты, это нежелание покоряться воле другого, при этом нежелание обсуждать. Ну, вы как пытаетесь что-то обсуждать, да, слово за слово, раз и поскандалили. И опять, да, пока там друг друга не трогаете, все у вас хорошо. Какой-то острый момент, опять у нас там вы со сковородкой, он там с вилами, да, и вот у вас стычки происходят. Я не вижу, чтобы вас кто-то мог развести, либо ну, вот, встать между вами клином. Я этого не вижу. Что я вижу, это то, что вы сами можете просто как распсешиться друг на друга, да, и разбежаться по разным углам. Вот это я вижу. Высшие силы говорят, эти отношения, они ну, вот как божественно сильные, то есть их благословили. Высшие силы будут помогать, духи рода будут помогать. Но эти отношения, их нужно будет создавать вот прям по ступенечкам вот так идти, создавать, да, тютелька в тютельку выкладывать кирпичики. Это очень сложно. Не все могут с этим справиться. Но любовь в этом может помочь. Так что, мои хорошие, научитесь понимать друг друга. И иногда, девчонки, нужно показать мужчине пример. Пример, что вы готовы договариваться. Пример, что вы готовы понять, принять, простить. Вот. Он будет смотреть на вас и будет к вам подтягиваться. Потому что вы должны, ну вот я вижу, но я уже вам говорила, да, вы как поумнее идете в этих отношениях. Да, вот если вас сравнить вдвоем, вы более развитая, чем он. Поэтому, девочки, тяжелый труд, но венец просто прекрасный, если вы туда дойдете. Если вы не хотите отягощать свой разум, если вы не хотите вот этих притирок, если вы не хотите что-то менять в себе, тогда лучше остановитесь здесь и сейчас. И так будет лучше для всех. Вот. Если вы все-таки понимаете, что это мой это мужчина, никому не дам, тогда, девчоночки, меняйтесь, мужчина будет к вам подтягиваться, и все у вас будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.